Так как я каждый год ездил на охоту, в одну из поездок ко мне привязался мой товарищ, Искандер его зовут, он абсолютно городской парень, абсолютно городской мальчик, говорит, возьми меня на охоту. Я говорю, ну как я возьму на охоту, ты вообще не приспособлен, возьми. Я говорю, ты представляешь, до места охоты добираться 21 час. Он говорит, возьми, вот я хочу, давно мечтал с тобой на охоту. А он работал генеральным директором сотового оператора K-Mobile. Я говорю, ну ладно, поехали. Летим туда на Ан-24, и он мне начинает рассказывать про сотовую связь, как, знаете, Форест Гамп, Буба, который... Да. Вот креветки жареные, креветки пареные, креветки, так вот сотовая связь такая, бывает такая, стандарт, такие. Потом мы слезли на УАЗе, 17 часов добираемся до точки. Он мне это рассказывает. Мы приехали там, мы провели 17 дней на охоте. И, короче, потом обратно такой же путь, летим на Ан-24, подлетаем к городу, уже снижаемся, справа горы, снижаемся. И он мне говорит, а что ты не купишь K-Mobile? А я тогда, у меня есть компания Алматы-Кус, это 9 птицефабрик и комбикормзавод. Я выпустил банды, облигации на $20 миллиона, у меня $20 миллиона. Купи, вот тебе продаст, Тимур не может избавиться от этого. А Тимур сейчас номер 1 олигарх в Казахстане, ну, зять президента. Я прихожу к Тимуру, говорю, вот так, хотел купить компанию, вот $12 миллионов готов заплатить. Я помню, я 20 марта оплатил. Да. Я к тому времени уже был хозяином Альянсбанка, а я до этого еще Альянсбанк купил. И я взял займ с Альянсбанка, оплатил. Да. Интересно, через неделю приходят ребята Тимура и говорят, Маргулан, продай нам K-Mobile обратно. Я говорю, за сколько? Они говорят, за $24 миллиона. Я говорю, вы что, дураки, что ли? Я неделю назад вас купил за 12 миллионов, сейчас вы просите за 24. Они говорят, ну продай, так надо. Да. Я тут понял, что за ними стоит какой-то покупатель. Позже выяснится, что у них был покупатель на $50 миллионов. И он пришел как раз к концу марта. Я говорю, нет, я буду сидеть. Потом вы продали эту компанию. Там целая интересная история, как мы продавали. Мы с Искандером сидим и планируем продать, если говорим, продадим за $150 миллионов, вообще было бы супер. Объявляем тендер, ведем переговоры с Ураскомом, Ураском египетский оператор, ведем China Mobile и МТС Вимпелком. Да. Ведем переговоры, все знают об этих переговорах, мы сделали Data Room, и все представители этих компаний в Data Room изучают. Откуда вы узнали, что нужно сделать Data Room? Вы привлекали консультантов? Да, консультантов привлекали. Это были консультанты от Альфа Групп. Окей. После Data Room отвалились China Mobile и Орасcom. Но об этом не знает Вимпелком с МТС. Они присылают первое предложение. Первое предложение прислал Вимпелком $210 миллионов, МТС $170 миллионов. Мы открываем и с Искандером обнимаемся, прыгаем, радуемся. Ну, мы планируем 150, представляешь, сходу. Мы, то все. Искандер мне говорит, ну что, Маргулан, продаем этому Вимпелкому. МТС 210, Вимпелком 170. Продаем МТС. Я говорю, нет. Ну, вот, в смысле нет? Если они дали первую цену, логично, что они дали самую низкую. Он говорит, ну, в принципе, логично. Ну, ты, говорю, встань на их место. Значит, они готовы дать больше. Так. Поэтому, он говорит, что делать? Я говорю, факс. А мы тогда факсом отправляем, извините, вы не прошли по цене, тендер, вы проиграли. В обе компании? В обе компании. А у нас больше никого нет. И такой, этот Искандер ходит, блин. День тишины, 1,5 дня тишины, мы уже на нервах. Прикинь, присылают новое предложение. МТС дает 300. Вимпелком дает 290. Мы такие, да ну нафиг, это нереально, там все, конец, радуемся, обнимаемся с Искандером. Искандер говорит, ну все, за 300 продали. Я говорю, не продали. Он говорит, как не продали? Я говорю, потому что отказ. Он говорит, ты что, дурак что ли, как отказ? Если мы сейчас откажем, у нас остается 1,5 дня, говорит, и они отскочат, нам некуда идти. Потом мы вынужденно к ним опять вернемся, и тогда они отожмут по полной программе. Они поймут, что мы блефовали. Я говорю, нет, все равно нет. Это, говорю, не самое лучшее их предложение. Ну, короче, мы там чуть не поругались с ним. Я говорю, вот поверь мне, берем факт опять. Вы не прошли по ценовому предложению. Присылают, короче, МТС присылает
370, а Wimbledon 340. Мы такие, все, это Тоси Искандер, говорит, все. Я тогда уже, честно говоря, необъяснимо, я говорю, нет. Как нет? Он говорит, ну ты вообще уже беспредел, ты уже просто балуешься. Я говорю, вот, Искандер, все, давай откажем. Нет. И мы отправляем опять факсом отказ. В две компании. Да. А вы не боялись, что они между собой общаются? Нет, Добрый день. Нет, вообще как кошка собака всегда. И самое интересное, это последний день. Тендер сегодня в 12 ночи закрывается. И мы присылаем отказ. В котором часу? Ну, где-то утром. Имея на руках предложение 370-340. И, короче, ждем. Вечером мне звонит Маргулан, ну давай скажи, сколько у тебя лучшее предложение, и мы дадим больше. Я говорю, я не могу, это тендер, я не могу озвучивать. Ну скажи, сколько лучшее предложение. Я говорю, не могу сказать. И тут он мне говорит, ну я примерно знаю, это 400. Короче, мы тебе даем 410. Я говорю, нет, вы знаете, я говорю, вы примерно угадали, но за 10 миллионов долларов я не буду там даже пересматривать. Он говорит, ну хорошо, сколько ты хочешь, чтобы признать нас победителем? Ну, говорю, 425. Все, говорит, 425 мы даем, согласны. Но у нас, говорит, одно условие. Ты сейчас должен поехать в гостиницу Анкара, тогда Анкара называлась, и подписать все документы. Утром в 10 мне уже прислали факс, у меня на счету 425 миллионов долларов. Я бы писал словом хитрость. Ну, хитростью как раз здесь не пахнет. А что это было, расскажите. Вот эта вот история с блефами, с вот этими. Это просто игра? Во-первых, это не то, что смелость, да? Не каждый человек может отказать 3 раза, имея такие предложения. Твердость. Это не знаю как. Это как раз тот случай, когда показываешь, что именно к деньгам я был равнодушен. Понимаешь, в чем дело? Потому что любой человек, который хотел бы денег, он бы сломался. А что для вас тогда было самым главным драйвером? Для меня было профессионально продать по максимально возможной цене. То есть это был просто вызов? Ну, это был профессиональный вызов. Насколько я всегда считал, ну ладно, пускай, говорю, Искандер тоже говорю, ну пускай они от нас уйдут. Худшее, что у нас произойдет, у нас останется наша компания, которая стоит столько. И через год она стоит будет больше. Вот мне интересно, ваше мнение, вот вы зрители, если взять эту сделку по задиранию цены, что это было? Это была хитрость или это была подлость? Или наоборот, это высший пилотаж переговорщика, предпринимателя, финансиста? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, я здесь не согласен с постановкой вопроса. Причем здесь подлость? Что я имею в виду? Вот у вас было 2 предложения, 370 и 340, да. Если не ошибаюсь. Вы же могли сказать, окей, 370 у нас уже есть, и мучить только одного. А есть еще 3-е предложение. Это мое понимание того, сколько компания стоит. А сколько она была? Какая была справедливая цена? Я бы считал, что компания на тот момент справедливо стоит 500 миллионов. Ну это тогда другое дело.